Руслан, смотри, какая прекрасная новость. Мэрия Уфы наконец-то заставила через суд застройщика построить за собственный счет детский сад. Но ведь прецедент, ну ведь могут, когда хотят. Слушай, я вот никогда не сомневался в том, что если муниципальная власть чего-то хочет, по-настоящему, подчеркну, хочет, она может этого от застройщика добиться. И вот, пожалуйста, пример. Но там ведь застройщик тоже говорил, что у него все по закону. А вот сейчас вот оказывается, что не все так честно и прозрачно. Слушай, во-первых, они так всегда говорят, застройщики, да? А во-вторых, вот мы сколько раз уже обсуждали тему строительства, наверное, бесчетное количество раз, но каждый раз находятся какие-то новые аспекты, новые грани. Вот взять, допустим, комплексную жилую застройку, да? О чем мы тоже неоднократно уже говорили. Втыкает, допустим, в Уфе очередной какой-то большой жилой массив. Но ведь кроме квартир людям что еще нужно? Садик, да? Поликлиника, школа, ну какой-никакой дом культуры. А этого нет. Руслан, мы постоянно об этом говорим. Тема стройки, она вообще бездонная. И поэтому вот можно каждый выпуск об этом говорить. И давай поэтому поговорим сегодня о последнем наболевшем. Я уверен, что это будет не последний, и в конце концов. Давай обсудим сегодня. Как сделать так, чтобы треугольник власти люди-застройщик не становился бермудским? Мы видим, что государство участвует, видим, что принимаются решения, и пока не видим кирпичей на стройке. Почему нет кирпичей на стройке? Потому что есть процедурный момент. Должна быть определенная большая стратегия у города. Должны слышать и слушать друг друга, уметь слышать. Люди приходят в город и спрашивают, а когда будет школа? А мы не знаем. Муниципалитет служит жителям, не наоборот. Благосостояние у людей не растет. Строительная отрасль держится только за счет ипотеки. Строительство жилья, как ни странно, все чаще становится причиной возникновения конфликтов. В Уфе после приостановки стройки на улице Шата-Руставели новый протест. Теперь уфимцы требуют прекратить застраивать территорию возле парка Гафурии. Хотя застройщик уверяет, что парковая зона не пострадает. И вновь потребовалось вмешательство главы региона. Ради Хабиров взял эту ситуацию под личный контроль. И ее рассмотрению было посвящено первое заседание только что созданного градостроительного совета. Детали противостояния застройщика и жителей в нашем материале. Инициативная группа жителей провела свое расследование. Жители недоумевают, как компания «Жилстройинвест» получила разрешение на застройку участка сразу 3 высотными домами. Ведь изначально речь шла об одной высотке и строительстве новой школы. Здесь площадь сопоставима с Динопарком. То есть это очень маленький клочок земли, и собираются поставить 3 высотки. Грубо говоря, можно будет открыть окно и попросить соли у соседа из другого дома. Как оказалось, застройщику было предложено другое место под строительство школы на соседнем участке, на той же улице Зорге. Туда-то и заехала тяжелая техника, началась вырубка деревьев, а специалисты проводили необходимые работы. Экоактивисты, местные жители и просто неравнодушные уфимцы, более сотни человек организовали акцию протеста. У общественников вызывает вопрос, а зачем переводить этот участок в зону Ж3, если здесь подразумевается строить школу и детский сад? Для этого достаточно было зона Р2, например. Ж3 предусматривает достаточно высокие здания, то есть наподобие ЖК Шервуда и выше. А вот заместитель генерального директора компании «Жилстройинвест» Иван Зорин заявил, что точечная вырубка деревьев проводилась на участке около радиовышки «Алтай», где и должны появиться школа и детский сад. Как отметил представитель застройщика, участок приобретен на законных основаниях, а проект школы внесен в генеральный план города. Группа компании «Жилстройинвест» с 2019 года ведет работы по проектированию 2 жилых комплексов, школы, детского сада и благоустройства лесного массива в районе улицы Зорги. Работы ведутся в прямом взаимодействии с администрацией города Уфы, Минстроем РБ и администрацией главы республики. На данный момент никакие работы на проектируемых участках не ведутся. Но вот местные жители в это не верят. Они считают, что в лесу вырастут небоскребы, а строительство социально необходимых объектов всего лишь предлог. Впрочем, эти и другие наболевшие вопросы должны разрешиться уже в ближайшее время. Неоднозначная история. Вроде и жилье надо строить, чтобы решить пресловутый квартирный вопрос, но и мнение горожан учитывать надо. Активное городское сообщество все чаще вмешивается в деятельность строителей. Как сделать так, чтобы треугольник власти люди-застройщик не становился бермудским? Удастся ли навести порядок в жилищном строительстве с помощью градостроительного совета и сделать, наконец, правила понятными, прозрачными и, главное, равными для всех?
Насколько повлияли изменения в законодательстве и чрезвычайные условия пандемии на общее положение дел в строительстве? Как решаются в Башкирии проблемы обманутых дольщиков? Эти и другие квартирные житейские вопросы мы с Алсу Сликаевой обсуждаем сегодня в студии «Честно говоря» вместе с нашими гостями. Итак, представлю их. Артем Ковшов, замминистра по строительству и архитектуре Республики Башкортостан. Виталий Лесков, представитель общественного движения обманутых дольщиков Республики и сам обманутый дольщик. Да? И Салават Назаров, директор по маркетингу одного из крупнейших уфимских застройщиков. Здравствуйте, уважаемые гости. Ситуация вокруг парка Гафури, в которой преломляется общая ситуация, проблема в строительстве. Да? Когда сталкиваются в противоречии интересы жителей, уфимцев, и интересы крупного застройщика. Все-таки правда, где здесь правда, Артем? Ну, на самом деле, правда где-то посередине. Таких моментов очень много возникает не только в городе Уфе. Это вопрос, наверное, связанный с точки зрения больше взаимодействия органов местного самоуправления, то есть муниципалитета и граждан. В первую очередь, мы же говорим о том, что если орган местного самоуправления в лице администрации муниципалитета, района, города выдает соответствующие разрешительные документы, то есть застройщик их получает, он считает, что все правильно, он начинает заниматься строительством, неважно, объекта, жилого объекта, промышленного объекта, какого-то коммерческого объекта. И бывает ситуация, когда на самом деле строительство данных объектов затрагивает какие-то личные интересы, интересы общественности, которые непосредственно проживают рядом с этой территорией, либо эти граждане заинтересованы в ином развитии данной территории. Данный вопрос решается на самом деле просто. Все решения по строительству, они должны предусматривать, не учитывая только конкретную квартал, конкретный земельный участок, он должен учитывать развитие всей территории прилегающей. Вы же видите, да, это очевидно, что в последнее время активность граждан, она растет. В том числе и вот в этих конфликтах. Они выражают свою позицию. Ну, я назову даже два основных момента, из-за которых люди возмущаются. Ну, скажу как есть. Первое — это близость. Это когда рядом, условно, с трехэтажным домом появляется 40-этажный дом. Грубо говоря, ну, вот Шатар-Руставели, да? Ну, как пример. Ну, есть какие-то все-таки архитектурные решения. Есть какое-то архитектурное понятие, что, ну, если у нас существующая застройка 4-5-этажных домов, понятно, что новые дома могут быть выше, но они не должны выше быть значительно. Первое, я сказал, близость. Два фактора, которые защищают людей. Второй, наверное, самый сложный и тяжелый фактор — это отсутствие социальных объектов. Очень много социальных объектов. Да, очень много объектов, построенных в Уфе, ну и не только в Уфе, в которых полностью отсутствует социальная инфраструктура. Но мы имеем в виду жилые массивы новые. Жилые массивы, и потом республика своими средствами, либо средствами, которые получены из федеральных бюджетов в рамках нацпроектов, догоняет всю эту ситуацию. Но догоняет она когда? Не когда нужно параллельно строить школу, садик и жилой дом, а когда люди уже заехали, когда люди живут и когда прошли сотни тысяч жалоб. Зорги. Этот объект никак не мешает соседним домам. Этот участок никакого отношения к парку не имеет. Это бывшая территория Ростелекома. Итак, в продолжении разговора, да, Салават, вы как представитель крупного застройщика, да, безотносительно парка Гафури или какой-то другой конкретной ситуации. Вот такие проблемы возникают в последнее время все чаще и чаще. Застройщик говорит со своей стороны: у меня все оформлено по закону, да? Но с другой стороны, есть какая-то инициативная группа граждан, жителей, и они имеют на это право, которые против. Вот где здесь правду искать? Как? Вы знаете, мне кажется, у нас свобода права есть у всех, поэтому мы, в принципе, можем выражаться по любому поводу. Если отмотать на 15-20 лет назад и посмотреть на строительную отрасль, что с ней произошло, то произошел квантовый скачок. То есть раньше это были пятиэтажки из обычных панельных домов. В России в целом отрасль строительства сейчас шагает такими этапами и темпами, что появляется огромное количество новых застройщиков, больших застройщиков, которые строят уникальные либо не уникальные жилые комплексы, в том числе и точечные. А здесь Вы это к чему? Я это к тому, что скорость принятия решения либо необходимость освоения земельного участка иногда застройщикам диктует определенные, наверное, нормативы ускорения строительства. Вот в части примера, который мы до этого обсуждали, многоэтажности, допустим, в Санкт-Петербурге городом ограничена этажность. То есть непосредственно в центре города нельзя строить дома высотой выше 10-11 этажей. Все. То есть в Ленобласти, пожалуйста, но в самом городе да. Поэтому здесь как раз-таки был абсолютно правильный аргумент в силу того, что да, это можно сделать раз и навсегда, ограничить определенные нормы, ввести определенные нормативы и тем самым исключить вот этот самый конфликт, то есть выведение людей на улицу, на митинги из-за того, что застройщик якобы специально, не специально, я не знаю, нарушил какие-то нормативы. Сейчас мы говорим конкретно о Шатар-Руставели, теперь уже печальном известном месте, да? Нарушение этажности. Но, с одной стороны, вы же согласны, что люди имеют право высказывать свое мнение?
Ну, как я и сказал. Застройщик должен к ним прислушиваться? Я думаю, любая большая коммерческая структура, либо некоммерческая, всегда должна прислушиваться к людям, тем более, если это потенциальный клиент. А если мы говорим об отрасли строительства, то любой житель — это потенциальный будущий клиент. Виталий, вот как представитель, ну, скажем так, общественности, да, вот людей, простых людей, да, как ты считаешь, люди имеют право высказывать свое мнение, это безусловно, и насколько к ним должны прислушиваться? Я считаю, что, безусловно, люди имеют право высказываться, должны это делать. Но я поставил бы вопрос немного иначе. Если люди уже вышли и высказались, и делают это с протестными настроениями, значит, уже была пересечена какая-то черта. То есть люди же не сразу это делают. Они обращаются, Они терпят какое-то время, пытаются выстроить диалог. И если видят, что их не слушают и не понимают, они выходят на улицу. Но на самом-то деле даже не здесь корень-то всего зла. Вот представьте себе ситуацию. Вы купили земельный участок себе, свой. Для того, чтобы построить на нем дом, гараж, баню и все, что вы там хотите построить, правильно? Вот. И вы планируете, вот здесь у меня будет дом, вот здесь вот так, и через 15 лет мой участок будет выглядеть вот так. Вот муниципалитет – это тот же самый хозяин земельного участка, как и вы. И он должен себе представлять, как будет выглядеть город через 15 лет. Вот эта концепция, где должна формироваться, Он говорит, жители, он же по сути служит жителям. Муниципалитет служит жителям, не наоборот, правильно? И вот он говорит, жители, мы видим это вот так. Вот, мы видим, что город будет выглядеть вот так, здесь будут многоэтажки, 3, 4, 5, 6, здесь вот так, здесь будет дорога, здесь будет парк, здесь будет... Вы как, Давайте согласны? голосовать. Вы согласны? Да, нормально, согласна. Все это выливается в правила землепользования и застройки, неформальный документ уже, да, который говорит, вот это можно использовать землю так, а может быть вот так, а может быть вот так. Ну, может быть, не стоит так делать. Вы знаете, бизнес, да. когда, сейчас перебью, бизнес, когда покупая земельный участок, уже будет знать. Будет знать, какие что он берет. ограничения, будет понимать. Артем, я боюсь, что даже в городской администрации не представляют, как будет выглядеть тот или иной участок через 10 лет. Спасибо. А при обсуждении этой темы очень важно знать мнение участников рынка и экспертов. В частности, мы спросили, сможет ли новый градостроительный совет стать тем инструментом, с помощью которого решаются проблемы взаимоотношений треугольника застройщик, городская власть, горожане. Что касается Горсовета, ну, конечно же, такой инструмент регулирования проблем застройщиков и жителей города, он нужен. То есть, если юридически поработать именно вот на, так скажем, воссоздание того инструмента, который был раньше, ну, наверное, да, здесь только за, других вопросов нет. Как это получится, это уже, ну, так сказать, уже другой вопрос. Его нет в городском кодексе такого органа. Это консультативный орган при, в данном случае, наверное, главе республики. Так он создан. Раньше это был градостроительный совет города Уфы. Это был орган консультативный при главном архитекторе города Уфы. Это был достаточно авторитетный орган. Он позволял главному архитектору свое мнение выстраивать как бы не субъективно, а объективизировать его. То есть это было мнение архитектурной общественности, профессионалов. Сейчас совет имеет гораздо более широкий состав. Там очень много руководителей уровня республики во всех сферах, довольно много архитекторов. В положении о нем есть указание об архитектурном совете, видимо, будет какой-то подсовет. Вот. Сможет ли стать? Повторяю, он может дать опору мнению республики на некое профессиональное сообщество. То есть мнение будет профессиональным. Можно будет к нему апеллировать. Но это ни в коей мере не орган, который будет что-то решать, что-то разруливать. Каждый человек имеет право высказывать свое мнение. Но не просто говорить «нет, я этого не хочу, мне это не нравится». Аргументировать «почему?», предлагать. Артем, скажи, пожалуйста, градостроительный совет поможет каким-то образом навести порядок вот в этой сфере? Конечно. Каким образом? Ну, во-первых, те коллеги, которые будут участвовать в работе данного градостроительного совета, в том числе и государственные служащие, муниципальные служащие, и те коллеги-общественники. Ну, там представлены, наверное, все, в том числе, да, в том числе архитекторы с известным именем не только в городе Уфа, но и в России. Как бы. А для чего вообще, в принципе, в первую очередь, мы задумали градостроительный совет, и по поручению главы Андрея Геннадьевича мы его создали, на самом деле. Мы, в первую очередь, хотим рассматривать территорию комплексно. Я вот об этом уже начал говорить. Территорию Уфы или территорию республики? Мы в первую очередь хотим рассмотреть объекты города Уфы, потому что наибольший вопрос сейчас возникает. Комплексно что вы имеете в виду? Ну вот если мы разбираем какой-то квартал,
Вот, ну, взяли проект планировки. Муниципалитет его утвердил, застройщик сформировал земельный участок, получил разрешение строительства, а в центре этого квартала сформирован земельный участок, на нем написано большими буквами красиво «Школа на 650 мест». И про этот участок забыли все. На следующий год ввели первый дом 10 тысяч, еще дом ввели. Через 3 года выясняется, застройщик достроил. Мы застройщик спрашиваем, а что сделал со школы? А что сделал? А мне никто не сказал, что должен каким-то образом садиться в строительную школу. Мне никто не дал. Нет никаких соглашений, никаких обязательств у меня нету. И мы должны этот вопрос разобрать. Мы должны взять проект вместе с министром образования, который будет отвечать у нас за школы, за садики. Он не отвечает за строительство, он отвечает за наличие их вообще в каждом муниципалитете. И разобрать по полочкам, посмотреть. А вот если застройщик строит в этом квартале, кто должен за школу, за садик отвечать? Это бизнес-класс, когда застройщик в принципе в силах построить там школу, садик сам? Или это жилье эконом-класса, когда экономическая модель застройщика не позволяет участвовать в строительстве? Что я говорю? В этом ситуации застройщик должен быть заинтересован в чем? Он должен быть заинтересован, запроектировать эту школу, подвести к этой школе сети, передать нам этот объект, и мы этот объект будем строить. Это же поможет не только, если школа и садик будут строиться параллельно с жильем, коллега должен подтвердить, это же поможет не только гражданам в будущем. Для продаж это будет плюсом? Конечно. Вот мне нравится... Мы правильно понимаем, что строительство объектов социальной инфраструктуры возлагается на государство? Конечно. Это прописано в законодательстве. Но при этом государство должно понимать, мы не в состоянии, просто физически не можем осилить тот объем социальных объектов, который необходимо для параллельного развития жилищных комплексов. Хорошо, давайте спросим у застройщика, да, Салават, как вы относитесь, как назовем ее, социальная ответственность, да, к тому, что необходимо строить, на своей территории, которую вы осваиваете, социальный объект? Кто это должен делать? При условии, что его, если там нет, он, естественно, должен там появиться, потому что людям нужно куда-то водить это. Вопрос на текущий момент решается следующим образом, что это должно происходить за счет государства. Скажите, за последние 5 или 10 лет сколько садиков или школ или поликлиник вы построили в городе Уфе? Наша компания не строит поликлиники, садики и школы. Дело в том, что они находятся в районе, где мы уже застраиваем жилые комплексы. Но вы же понимаете, что застраивая жилой комплекс, мы говорим о большом жилом комплексе, вы даете невероятную нагрузку социальную для тех уже садиков, школ, которые существуют. И потом уже они там как селедки в бочке. Детишки там, допустим, в поликлинике люди ходят. Разве нет? Здесь как раз-таки речь о том, что прежде чем строить, либо застраивать какой-то квартал, либо делать комплекс на своей территории, то должна быть определенная большая стратегия у города. Вот то, о чем говорил Артем. То есть по факту это должно быть коллективное решение, то есть власти и застройщик. Что это же абсолютно здравая идея на тему того, что если там власть либо выставляет, либо муниципалитет выставляет землю на продажу, соответственно, должны сделаны быть расчеты, что там либо это есть, и этого хватит. Если этого не хватает, то каким образом это должно делаться? За счет чего? То есть, если, как говорит Артем, застройщик строит бизнес-класс, и это должно быть там, но, друзья мои, мы же должны четко понимать, что это будет отражено на стоимости квадратного метра. То есть она и так растет. Благосостояние у людей не растет. Строительная отрасль держится только за счет ипотеки. Вы же это понимаете. Виталий, вы как видите этот вопрос со строительством социальных объектов? Вот вы знаете, я соглашусь в этот момент со строителем. Строитель, он строит дома. Сколько должно быть поликлиник и школ, должен решать, Виталий, опять же, муниципалитет. Мы же говорим не про строителей, мы говорим про людей, которые покупают эту землю и вкладывают. То есть это инвесторы, это девелоперы. То есть это не строители, это не тот, кто кладет кирпич, а инвесторы, допустим, это они... дольщики, те же самые дольщики. Которые ждут, что в этом квартале будут все социальные блага, которые им показали на картинке. В чем вопрос-то был? Как пример, задам вопрос. Очень много в своей работе общаюсь с теми, кто отвечает за продажу застройщика. Утвердили проект планировки, получили решение строительства дома, в центре школа. На красивом заборе написали, здесь будет школа. Этого хватает на сколько? На год, так ведь? Через 2 года люди уже, первый дом заселился, соцсети у нас хорошо работают, начинают писать, а школы-то нет, и строить никто не собирается. Люди приходят в город и спрашивают, муниципалитет, а когда будет школа? А мы не знаем. Приходят в застройщику, когда будет школа?
А мы не знаем, идите в муниципалитет. Хорошо. Получается замкнутый круг. Вот в этом... Встречный вопрос. Градостроительный совет каким-то образом Конечно, сможет помочь конечно, в решении конечно. этой проблемы? Если одобрена архитектурная концепция, и руководство градостроительства это приняло к рекомендации данного проекта к утверждению, и принято решение, что здесь застройщик не в состоянии нести какую-то социальную ответственность и участвовать в строительстве данного объекта, в проектировании данного объекта, значит, соответственно, министр образования, мы, как строитель, получим поручение запроектировать эту школу, и начинать ее включать в возможность точки финансирования, в РАИП, ФАИПы, для того, чтобы эта школа строилась параллельно. У нас сейчас две самые главные задачи. Первая – не допустить в будущем. Это задача, на самом деле, проще. А вторая задача – это разобрать те ошибки, которые были сделаны. Вот сейчас просто как пример назову. Айская, Бакалинская. Количество жилых домов, вы знаете, видите, сколько. Конечно, Там даже нет земельного конечно. участка, где построить школу-садик. Как Там это даже нет? последний земельный участок предназначен для жилой дом, и то для школы, и то он застроен уже. Спасибо, а мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Руслан, ну у нас нам включать надо Виталия Лескова в разговор. Он как-то очень мало участвует. Слушай, он же не тумблер, чтобы ее включать. Просто он обманутый дольщик. Ему, конечно, тема своя интереснее. На самом деле, вот мы не просто должны об этом поговорить, да, мы обязаны это Ну сделать. вот мы его год назад приглашали в студию за год. Вот что решилось с обманутыми дольщиками? Ну, он тогда был гораздо пессимистичнее. Сейчас он как-то так надежда чувствуется, Ну что и про появилась искровые какая-то. счета нужно поговорить. Вообще решили проблему искровых счета обманутых дольщиков? Мы обязательно об этом говорим, а вы не переключайтесь. В мире много красоты. Смотрите на мир в деталях. Лазерная коррекция зрения. Хирургия катаракты. Клиника лазерной хирургии глаза доктора Казакбаева. Смотрите во второй части программы. Движение обманутых дольщиков постоянно кто-то пытается использовать. Палаточный городок – это был крик отчаяния. Мы видим, что государство участвует, видим, что принимаются решения, и пока не видим кирпичей на стройке. Почему нет кирпичей на стройке? Потому что есть процедурный момент. Я на пенсии, будучи, теперь я имею свое жилье. В эфире БСТ, программа «Честно говоря». Сегодня мы обсуждаем острые углы треугольника «Застройщик, жители, власть». В Башкирии на начало ноября насчитывалось более 7,5 тысяч обманутых дольщиков. Значительная часть из них – это дольщики Миловского парка в Уфе. И, наконец-то, эта наболевшая проблема сдвинулась с мертвой точки. Давайте вспомним непростую историю этой стройки. 6 лет назад на этом месте был огромный пустырь. Компания «Килстройинвест» получила участок больше 200 гектар. Под строительство почти 500 000 квадратных метров жилья для 18 тысяч граждан. Прошли годы, но до сих пор сотни дольщиков Миловского парка своих квартир не дождались. По проекту федеральный фонд должен был оплатить строительство инфраструктуры для огромного жилого квартала. Но с финансированием внезапно что-то не заладилось. В 2016 году стройка встала, а на 3 бывших руководителей компании-застройщика завели уголовные дела. По версии следствия, часть собранных с дольщиков средств они привлекли в другие проекты, а об обязательствах перед гражданами благополучно забыли. Оправдывают свои неправомерные действия руководители ООО «Килстройинвест» тем, что государство, в свою очередь, не компенсировало им определенные затраты. Собрано было порядка 2 миллиардов рублей с пострадавших граждан. Поэтому здесь говорить необходимо больше все-таки о мошеннических действиях. Люди, уставшие ждать обещанных квартир, стали обращаться в различные властные инстанции. Устраивали голодовки и другие акции протеста. Последняя из них – палаточный лагерь в районе строительства, который дольщики открыли летом этого года. Вот жилье по программе для молодой семьи. Палаточный городок, если честно, на мой взгляд, это был крик отчаяния со стороны пострадавших граждан, поскольку его наличие или его отсутствие, оно никак не повлияло на быстроту принимаемых решений федеральным фондом. Сама компания «Килстройинвест» в настоящее время находится в стадии ликвидации. Для простых сотрудников организации срыв сроков строительства – такая же загадка, как и для обманутых дольщиков. Последние дома были введены в 2019 году, в 5-м квартале, 3 дома, жильцы. Это буквально был 31 июля, начало августа, когда дома завершены, были официально перерезаны ленточки, люди получали ключи, заселялись. Все с того момента уже строительство не шло. Другая ситуация в Новобулгаково.
Почти полсотни обманутых дольщиков здесь наконец-то получили квартиры. Этой осенью в коттеджном поселке сдали последний многоквартирный дом «Долгострой» на улице Дуговая. В торжественной обстановке люди получили долгожданные ключи от своего жилища. Квартиры с ремонтом и без него, однушки и двушки пришлись по душе всем присутствующим. Очень сложным путем мы сегодня вот получили квартиры. Я вот рада, потому что я на пенсии, будучи, теперь я имею свое жилье. Возможно, это первая ласточка в долгой череде счастливых новоселий. Башкирия получит федеральный транш больше 6,5 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков. Это позволит восстановить права почти 3000 обманутых граждан, в том числе дольщиков Миловского парка. Больная тема, проблема для всей республики – это обманутые дольщики. Да? И эта проблема до последнего времени никак не сдвигалась с мертвой точки. Вы ощущаете какую-то положительную динамику? Безусловно, за последний год мы совершили колоссальный прорыв в этой области. То есть у нас появилось федеральное законодательство, которое регулирует эту отрасль. То есть у нас появились те самые шаги, когда делай раз, делай два, делай три, и вот исчезли обманутые дольщики. Это появилось на уровне федерального законодательства. Мы, безусловно, отмечаем этот прогресс. Я, как представитель обманутых дольщиков, его просто вижу. Дальше начинается работа, то есть правоприменение. То есть закон сделали, теперь надо его исполнять. Соответственно, вот у нас как-то так довелось в нашей стране, что сначала закон появляется, потом он пытается работать, потом люди понимают, что он не работает, начинают добавлять в него каких-то пилюль, чтобы это заработало. И вот уходит какое-то время на то, чтобы это обкатать. То есть вот сейчас как раз идет вот этот период. Мы видим, что государство участвует, видим, что принимаются решения, видим, что резервируются и выделяются денежные средства, и пока не видим кирпичей на стройке. То есть, Виталий, по ваша большому личная счету. проблема с жильем решена? Моя личная проблема решена не до конца. То есть решение по Миловскому парку принято. Миловский парк еще пока не построен. Вы Миловский дольщик, да? Да, я дольщик Миловского Но парка. что вас больше всего, так сказать, какое решение вас удовлетворило за год, вот, допустим? Что порадовало? Меня порадовало, что государство повернулось к нам лицом, создало федеральное законодательство, создало федеральный фонд, который сказал, мы будем достраивать все стройки в стране, либо выплачивать компенсации, если завершение строительства нецелесообразно. Виталий, конкретный вопрос. Когда вы рассчитываете получить ключи от своей квартиры? Номер дома. 10-5. Я планирую получить ключи в конце следующего года. В лучшем случае осенью следующего Но, года. по крайней мере, это реально, вы это видите. Я это вижу, это реально. А вот вы сказали, что не видите кирпичей на стройке. Я их не вижу физически. То есть стройка как стояла, так и стоит. Пока Но пообещали пока только. идут юридические процедуры. Я поясню. Тут уже, видимо, да. Не соглашусь с Виталием, что вы кирпичи не видите. У нас же, кроме Миловского парка, Башинвестдома, много объектов, которые на самом деле строятся, которые завершаются, Проблема которые очень завершены. больная, Да. А процедура какая? Те объекты, которые достраиваются с участием федерального фонда, я озвучу сейчас какие из крупных, это вот Миловский парк, Башинвестдом, СК «Квартал», все объекты Глинского района, кроме стройтрейдинга, это стройиндустрия, Союзстрой, Интеграл. По ним уже принято решение федеральным фондом о достройке либо выплате компенсации. Что значит принято решение? Значит, есть протокол наблюдательного совета, подписанный Марат Шакирзяновым Хуснуллиным, вице-премьером правительства Российской Федерации, в котором четко прописано, какая конкретная сумма выделяется субъекту Республики Башкортостан на решение конкретных задач, выплаты либо компенсации. У нас уже на сегодняшний день таких документов на 6-7 миллиардов. Это позволяет решить более чем половину проблемы всей республики. Почему люди многие спрашивают, правительство России решило о достройке данного объекта, республика сказала, да, будет софинансирование. Мы софинансируем все эти решения, 12%. Почему нет кирпичей на стройке? Потому что есть процедурный момент. Решение суда, экспертиза проекта документации, торги на выбор подрядчика и строительство, оплата этому подрядчику денежных средств, которые поступают из федерального фонда. Как вы считаете, как представитель дольщиков, палаточный лагерь дольщиков Миловского парка, он каким-то образом помог сдвинуть эту проблему? Или это было, ни к чему это было? Смотрите, на самом деле то, что лагерь возник, это, безусловно, было позитивное решение. То есть, безусловно. Но вот то, что он просуществовал так долго, то есть, возможно, в этом уже не было смысла. Я к чему говорю? Просто в какой-то момент начало казаться, что проблему дольщиков использует кто-то в каких-то политических целях.
Вот было такое ощущение, оно и остается на самом деле. Вот давайте мы обезличим это дело и не будем говорить конкретно про Миловский парк. Безусловно, движение обманутых Мы дольщиков... говорим в целом про обманутых дольщиков, да, не только про Миловский Безусловно, парк. движение обманутых дольщиков постоянно кто-то пытается использовать каким-то образом, направляя этот сформировавшуюся массу людей. Ну вот ваше личное Комок мнение. недовольства, так сказать, даже. Ваше личное мнение, насколько это обосновано? Что вы советуете людям, когда они к вам приходят и говорят, что вот нам предлагают выступить против таких людей, сказать, что... Насколько вот конкретно моя позиция, она публична и известна абсолютно всем. Я как, можно сказать, руководитель общественной организации, которая стихийно возникла на базе обманутых дольщиков, говорю, мы никогда не решаем политических вопросов. Мы не выступаем против правительства, мы не просим смены власти, не просим убрать конкретного чиновника. То есть нам это ни к чему. Достройте наши дома и точка, простое да? требование. Достройте наши дома, выплатите нам компенсации. Решите этот вопрос. Все. Спасибо большое. Говоря об обманутых дольщиках, нельзя не вспомнить об эскроу-счетах, новом порядке финансирования, с помощью которого предполагалось полностью исключить риск обмана граждан на строительном рынке. Как это получилось и как повлияло на рынок? Давайте выслушаем мнение экспертов. Ну, строительство, безусловно, нельзя сказать, что там вот в такой-то срок сейчас уже будет. Почему? Потому что каждый объект, каждый дом уникален, каждый дом находится в свойственной только ему текущей ситуации, поэтому после того, как будет принято решение о финансировании, значит, тогда уже будет производиться обследование этого дома, чтобы понять, в какой степени запущенности он находится. Будет по необходимости проведена корректировка проекта для определения сметной стоимости объекта и суммы, которая необходима на завершение. И исходя из этого уже будет определяться график строительства, потому что дома в разной степени готовности, на какие-то дома потребуется больше времени, на какие-то меньше. Работа по эскроу-счетам исключает возможность создания, не создания, а исключит вообще возможность появления новых обманутых дольщиков. Потому что мы само по себе денег заказчик не получает. По эскроу-счетам все подрядчики получают живые деньги. Это совсем другой табак. Никаких взаимозачетов они получают. Для них это просто вот, я не знаю, золотая, не золотая жила, а кровь, насыщенная кислородом. То есть они дышат и нормально работают. Ну, естественно, нужно соблюдать строго строительные нормы и правила, но во всяком случае он может планировать работу на несколько месяцев вперед, свою работу. Каждый подрядчик по договорной цене работает, он получает в положенный день деньги и сам их распределяет. Не заказчик там дает им по копейке. Принесли процентовку, идите получите, распишитесь. Все. Во многом проблему дольщиков должен решить закон об эскроу-счетах. Да. Вы начали уже работать в рамках этого закона, что-то начали строить. Как вообще вам работается с эскроу-счетами? Да, мы строим 2 жилых комплекса по проектному финансированию, то есть по эскроу-счетам. На самом деле проектное финансирование, эскроу-счета – это вот настолько огромная защита для всех дольщиков, потому что механизм очень прост. Банк финансирует застройщика для строительства. Все деньги, поступающие от продажи квартир, хранятся на счете банка до определенного момента. Только до того момента, когда застройщик сдает дом, либо по каким-то другим условиям договора, застройщик получает деньги. В чем безопасность дольщиков? В том, что на строительство дает деньги банк. И застройщик абсолютно спокойно его строит. В случае, если вдруг застройщик не может справиться со своими обязательствами, банк меняет застройщика, и другой застройщик достраивает. То есть вот эта система на самом деле... Она реально работает? Она реально работает. И реально защищает, да? Безусловно. Насколько это повлияло на стоимость квадрата? Оно повлияло определенным образом, но в зависимости от того, под какой процент выдается проектное финансирование. То есть в целом, если мы говорим о рынке жилья Уфы,
то за 2020 год, в зависимости от класса, стоимость поднялась от 10 до 15%. Это именно из кроу-счета? Это не только из кроу-счета. На самом деле здесь и рынок, и ситуация, и спрос, и подорожание стройматериалов, и все-все-все. Всегда все говорят о понятии обманутый дольщик, а есть такое очень большое понятие обманутый подрядчик. Вот если взять все объекты по обманутым дольщикам, там большинство их подрядчиков, субподрядных, которые работают, они тоже остались обмануты. Они остались исполнительными листами к банкротному предприятию. И не получили ничего. Да, и скролл-счета это же благо не только, благо это огромный плюс, это 99% защиты для гражданина. Если застройщик не достраивает, а деньги лежат в его банке, банк просто возвращает гражданину деньги, либо достраивает другим застройщикам, как он сказал. До 10 миллионов. Первый. Второй вопрос. Деньги, который банк, как дает в кредит застройщику для строительства этого дома, держа у себя деньги дольщиков, они же попадают подрядчику напрямую. На самом деле застройщику даже стало выгодно. Вот у вас на прошлой передаче был оппонент, товарищ Булатов, Агидель Инвесторы. Он первый дом сдал. Вы смотрели выпуск? Он дом сдал на 6 месяцев раньше. Знаете, по какой причине? Потому что подрядчик начал работать в 2 раза быстрее. Он деньги начал от банка получать быстрее, чем от генподрядчика. Он напрямую начал деньги получать. И он дом сдал быстрее. И когда мы посчитали его финансовую модель, у него среднесвешенная ставка, то есть застройщик берет кредит под 8%, чем больше он продает квартир, тем больше ставка уменьшается. У него среднесвешенная ставка получилась 2%. Уважаемые гости, да, резюмируя наш сегодняшний разговор, коротко скажите, пожалуйста, что надо делать со стороны власти, со стороны людей, со стороны застройщика, для того, чтобы избежать конфликтов вот в этом треугольнике: власть, застройщик, человек? Артем. Еще раз говорю, это информированность всего треугольника. Государство, чтобы мы как субъект знали, что завтра там нужна будет школа. Муниципалитет, чтобы он знал, что государство завтра там начнет строить школу. И гражданин, который знает, она будет строиться, рядом с этой школой будет не 34 этажа, не 40 этажей, а будет 10 этажей, как по первоначальному проекту, который предполагался. Тогда вот этот треугольник будет работать. Со стороны граждан, людей? Ну, со стороны граждан мы хотим видеть запланированное на много лет вперед видение, как будет развиваться город. Мы хотим быть информированы о том, какие будут решения, где что будет находиться. И, соответственно, мне кажется, в этот момент, если это не будет внезапно, люди будут понимать власть. Если власть будет слышать людей, планировать на много лет вперед. Мы говорим обычно, как всегда, про муниципалитет. То есть если муниципалитет планирует развитие города и делает это в соответствии с тем, как хотят жители, то все получится. С точки зрения бизнеса, Салават? С точки зрения бизнеса, я думаю, здесь очень важный момент в экспертности. То есть если мы говорим, что государство берет на себя функцию совместно с застройщиком некого прогнозного видения, как должен развиваться данный участок, либо город. В перспективе. Да, то в администрации, либо в государственной власти должны быть эксперты, которые должны быть согласны с видением застройщика как минимум. То есть если они говорят, здесь будет 5-этажка из моноблоков, застройщик говорит, я вам построю там 10-этажную, но из другого. Нет, взаимодействие не получится. То есть должны слышать и слушать друг друга, уметь слышать. Естественно, в конечном счете выиграет только дольщик. Уважаемые гости, большое вам спасибо за предметный, конкретный и, главное, честный разговор. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Вот, я не знаю, уже в 101 раз поговорили о проблемах в строительстве, да, я в очередной раз для себя убедился, что для того, чтобы, не было проблем, да, вот в этом пресловутом треугольнике, там вот власть, бизнес и человек, надо, чтобы у всех сторон этого треугольника были одинаковые, прозрачные и понятные правила. Руслан, пока мы эти правила продумывать будем, да, 1000 людей купят 1000 неправильных квартир. Понимаешь, у нас в этом плане не хватает знаний. Знаний не хватает. Информации не хватает. Слушай, информации, я не знаю, там терабайт информации в этом интернете, только надо в этом просто разбираться. Но с чем я соглашусь, это достойно темы отдельного выпуска, чем руководствуется та же самая молодая семья при принятии решения о своем квартирном вопросе. Да, это интересно. Ну, чем руководствуется? Тем, где подешевле купить, а не слушай, тем, вот где там они садик сначала есть и школа. Они сначала купят, где подешевле, да, а потом мучаются с этим домом. Так вот потому именно, что вот нет ни садика, ни поликлиника, там панельные швы расходятся, все сыпется. Руслан, в этом зато есть проблема. Да, зато и подешевле. они зато голосуют рублем, и потом вот у нас вот это вот все выстраивают. Для того, чтобы не голосовать рублем, надо сначала думать головой. Ну, в общем, я согласна, что нужно об этом делать отдельную передачу. Тебе слово. Районные кварталы, жилые массивы вырастают в Уфе один за другим. Плохо это или хорошо? Честно говоря, конечно, хорошо. Плохо, что для того, чтобы построить что-нибудь, как правило, что-нибудь рубят или ломают что-то нужное или старинное.
Что нам стоит дом построить? Взял да нарисовал. Точка, точка, запятая. Вышла хижина большая прямо во дворе. Такой вот квартирный вопрос, на который не всегда дашь градостроительный совет. До свидания. Берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.